Селям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Мы работаем в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Плюс 380 73 419 41 58. Можете звонить нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. А мы начинаем наш эфир со следующего информационного сообщения. Первый заместитель министра иностранных дел призвала представителей европейской дипломатии к усилению антироссийских санкций в связи с незаконными местными выборами, нарушением прав человека на оккупированном полуострове, а также она призвала наших европейских партнеров принять участие и присоединиться к платформе по деоккупации полуострова. Давайте послушаем, о чем говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины. Перша заступниця міністра поінформувала партнерів про актуальну ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму. Вона відзначила, що найбільш гострими проблемами є, зокрема, порушення прав людини, норм міжнародного гуманітарного права, згортання свободи слова та релігійних свобод, расова дискримінація, мілітаризація, загрози свободі судноплавства в Чорному та Азовському морях, а також безпекові виклики більш широкому регіону Середземномор'я і Близького Сходу. На продовження обговорення питання Кримської платформи у різних форматах у Брюсселі перша заступниця міністра представила партнерам деталі цієї концепції та запросила їх держави приєднатись до її діяльності. Політолог Дмитро Васильєв з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас. Витаю вас. Мы видим, как набирает обороты сейчас инициатива по созданию Крымской платформы. Совсем недавно уже о своем участии заявила Эстония, которая сказала, что поддерживает и будет участвовать в данной платформе. Какие страны, по-вашему, участие каких стран наиболее эффективно бы повлияло на работу Крымской платформы? Ну, я считаю, что Люблинский треугольник обязательно также должен войти в эту платформу. А это Польша и Литва, страны Европейского Союза, так же, как и Эстония. Очевидно, что Польша является одной из ключевых стран Европейского Союза в восточной части Европейского Союза. Она наш очень важный партнер. Я думаю, что мы точно могли бы рассчитывать на помощь и Великой Британии, и Соединенных Штатов Америки, как только новая администрация приступит к своим обязанностям в январе следующего года. Я думаю, что вот это те ключевые страны, на которые нам надо рассчитывать, они обязательно усилят эту платформу, крымскую платформу для деоккупации Крыма. С приходом Джозефа Байдена в администрацию президента Соединенных Штатов Америки, как вы думаете, Америка будет как-то более эффективно вовлечена в украинские процессы, в сопротивление Украины Российской Федерации? Я думаю, что Джозеф Байден и его администрация будут смотреть на Украину как на страну, которая является одной из ключевых стран нашего региона. Она является принципиально важной в формировании долгосрочного, надежного мира и в регионе, и в мире на нашей планете. Поэтому я думаю, что на Украину Джо Байден и его администрация будут очень внимательно смотреть. Более того, Джо Байден очень хорошо знаком с Украиной. У него есть много различных контактов на разных уровнях в нашей стране. Поэтому я думаю, что, конечно же, позиция Украины усилится при новой администрации. И очевидно, что вопрос Крыма будет одним из ключевых, потому что это вопрос территориальной целостности и деоккупации наших территорий. Сторонники Трампа говорили о том, что несправедливо винили Трампа и его оппоненты за вот некую симпатию Путину, некую симпатию России, но при этом мы видели, как при Трампе Украине были предоставлены джавелины. Сторонники Трампа говорят, что как раз при нем было усилено санкционное давление в отношении России, а вот при администрации Обамы даже те джавелины, которые предоставил Трамп, их не было предоставлено Украине. Вот нет ли такого опасения, что обамовский сценарий начнет повторяться? Я не думаю, что будет так. Мы должны понимать, условия, при которых начиналась агрессия против Украины,
условия, в которых практически уже в конце своего президентского срока имел та ситуация, которая была и в мире, и в Украине, и та оценка ситуации, происходящей в Украине, которая была в том числе и в Америке, она не позволяла действовать Бараку Обаме резко и так однозначно, как это делал впоследствии Трамп и его администрация. Я думаю, что Джо Байден, как человек, который очень хорошо знаком с Украиной, который понимает геополитическую обстановку и значение Украины для нашего региона, восточноевропейского региона и вообще европейского континента, будет действовать решительно и исходя из четких международных правил, международного законодательства и интересов сохранения целостности любой страны, и в том числе Украины. Ну, Я надеюсь, что наши... Как это будет проявляться на практике? Вот, к примеру, если вспомнить санкции, которые уже на протяжении нескольких лет висят на сайте Белого дома, санкции, которые называют драконовскими, санкции, которые принял Конгресс в 2017 году о введении ограничений против ближайшего окружения Владимира Путина, это триллионы долларов. Вот хотя бы они, как вы думаете, будут имплементированы? Ведь при Трампе администрация их блокировала. Но вот я считаю, что при Джозефе Байдене будут намного более решительные действия по любому вопросу, который будет определен как вопрос, который решен. Да? Вот если будет принято решение по санкции, по каждой конкретной санкции, этот вопрос будет реализован. Это в стилистике Джо Байдена, это в интересах Америки, и я думаю, это в интересах международной коалиции, которая должна защищать и территориальную целостность любой страны, в том числе Украины, в Европе тем более, и также тех стран, которые должны нести ответственность за выполнение Будапештского меморандума. Мне кажется, что Америка в этом смысле вспомнит о том, что она является страной-гарантом по Будапештскому меморандуму. Я думаю, что во многом это будет зависеть от активной позиции и проактивной позиции Украины. Я надеюсь, что наши международные ведомства, в том числе министр Кулеба и первый заместитель, которого вы сейчас цитировали, Эмине Джапарова, они сделают все возможное для того, чтобы Америка была первой страной, которая серьезно вспомнит о своих гарантиях Будапештского меморандума. Ну, помните, недавно посол Германии в Украине заявила о том, что нет смысла апеллировать к Будапештскому меморандуму, так как это не международный договор. То есть, по сути, нам говорят, что это просто Филькина грамота. К сожалению, меморандум не является договором. На юридическом языке меморандум — это есть взаимопонимание сторон по какому-либо вопросу. Но юридической ответственности сторона по подписанному документу, который называется меморандум, не несет. Но, на мой взгляд, это принципиальный документ, который должна помнить Америка, потому что этот документ связан с ядерным разоружением. И мне кажется, в условиях нового мира и новой эры, которую можно обозначить как эра начала деглобализации, но с глобальными интересами, Америка должна будет занять лидирующую позицию, вспомнить об этом меморандуме и занять более жесткую позицию по введению предметных имплементации предметных санкций, о которых вы уже говорили, плюс внедрение новых санкций, которые бы сделали удержание Крыма России менее выгодным, чем уход от этих санкций. Но вот в рамках Крымской платформы можно ли разрабатывать вот эти санкции против России? Обязательно это нужно делать. Я думаю, что это должна быть очень четкая программа действий. Она должна быть согласована, должна быть предъявлена России, предложением России не внедрять эти санкции, а просто отказаться от своих оккупационных намерений. И если Россия не услышит, то обязательно их постепенно вводить, для того, чтобы Россия понимала серьезность намерений и новой администрации Джо Байдена и, соответственно, мирового сообщества. То есть в таком случае рассчитывать на то, что Россия будет участвовать в этой платформе, не приходится? Я надеюсь, что Российская Федерация станет цивилизованной страной,
и обязательно будет входить в цивилизованную платформу, в том числе Крымскую платформу, и отстаивать интересы суверенитета каждой страны, в том числе Украины. Вы в это верите? Нет, конечно, это напівжартома. Сложно поверить, что Российская Федерация может стать такой страной. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня является вот федеральной страной Российской Федерации, в том виде, в котором она есть, это невозможно. Давайте перейдем к Донбассу. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не верит, что войну на востоке Украины реально завершить уже в начале 2021 года. Об этом он сообщил на одном из украинских телеканалов. И вот что он сказал. Я вірю, що війна закінчиться, але стверджувати, що вона закінчиться в той термін, який ви назвали, у мене є сумніви. І, мабуть, це не найголовніше, що в один день закінчиться війна. Ми повинні йти до миру, це найголовніше. Україна йде до цього, використовуючи всі реальні, підкреслюю, можливості. І незважаючи на все, у нас є конкретні зрушення в цьому плані. Но вот представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе Денис Казанский заявил, что выборов в ОРДЛО в марте 2021 года не будет. Он отметил, что подконтрольные России представители ОРДЛО предлагают в ТКГ свой план урегулирования конфликта, который называют дорожной картой. На першому ж засіданні тристоронньої контактної групи російські представники відразу ж заявили, що український план спільних кроків їх не влаштовує, і виконувати його вони не збираються. Така реакція підтвердила, що ніякої зради український документ не містить, а навпаки, складений він був, виходячи з національних інтересів України. Однак хай там як, прогресу в переговорах так і немає, а це означає, що і виборів в ОРДЛО в березні наступного року за українськими законами не буде. Пане Дмитро, для начала, что вы думаете относительно плана действий, который предоставила украинская сторона? Это план, который показывает, что Украина не сидит на месте. Точнее, это инициатива показывает, что Украина не сидит на месте. Она предлагает новое и новое действия, которые должны привести к миру. Да, вот, если мы будем цитировать идеального политика Леонида Кравчука, который как идеальный политик сказал «все и ничего одновременно», да, вот Украина сейчас делает ровно столько же. Да? То есть выступает с теми инициативами, которые не будут реализованы. Почему Украина... То есть он знал, что это реализовать невозможно? Да, конечно, конечно. Главная задача Украины в сегодняшних условиях, с тем пониманием, о котором говорит Денис Казанский, о том, что Российская Федерация, точно так же, как и те посипаки, которые засели на территории, оккупированной территории Донбасса, они не заинтересованы закончить войну. Российская Федерация хочет продолжать войну, для нее это инструмент влияния на Украину. Точно так же, как для нее инструмент влияния на Азербайджан и Ереван и Армению, Нагорный Карабах, точно так же, как Приднестровье — это инструмент влияния на Молдову, ну, точно так же, как другие территории, на которых Российская Федерация имеет свои виды. И поэтому Российская Федерация точно не хочет прекращать войну на Донбассе, ей нужно довести Украину до состояния невозможности сохранять свой суверенитет, для того, чтобы Украина сдалась и окончательно была территорией колонии Российской империи. Вот план Российской Федерации. Поэтому никто там войну не собирается оканчивать. Соответственно, Украина для международного сообщества должна показать, что она готова предлагать новые инициативы и показать, что это российская сторона. Это те бандиты, которые сидят на оккупированной территории Донбасса, как раз не идут ни на какие инициативы и не заканчивают войну. Это ключевая политико-дипломатическая стратегия, точнее тактика украинской стороны, которая как раз и показывает подход к этому, точнее свой подход к реализации идей Леонида Кравчука, руководителя этой трехсторонней контактной группы. Ярослав Юрчишин, народный депутат України, фракция «Голос», присоединяется к нашей дискуссии. Пане Ярославе, вітаю вас. Добрый вечер. Пане Ярославе, как вы считаете, почему был представлен такой
нереальный план совместных шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины, потому что вот многие военные эксперты говорят, что те даты, которые были озвучены для проведения местных выборов, 31 марта 2021 года, они нереальны. Нереально за 4 месяца провести демилитаризацию, вывести незаконные вооруженные формирования с этой территории, провести там выборы и так далее. Зачем тогда это все? Нам невідомо. Насправді комунікація з боку і Офісу президента, і української частини тристоронньої контактної групи одностороння. Тобто повідомляються якісь кроки, при цьому не повідомляється логіка цих кроків, чого хочеться досягнути. Я би дуже хотів вірити в позицію, яку висловив пан Дмитро, про те, що це далеко йдучий план показати те, що саме російська сторона зриває будь-які ініціативи, і власне українська сторона пропонує там навіть ті ініціативи, які апріорі є не в її інтересах. Проведення виборів на Донбасі, амністія сепаратистів чи інші кроки, які були озвучені Леонідом Кравчуком. Насправді це скорше реалізація російських ініціатив. Дивно, що вона виходить з власне української сторони. Але зважаючи на попередні позиції Вітольда Фокіна і інкорпорацію в тристоронну контактну групу таких діячів, як Вітольд Фокін, Леонід Кравчук, які в принципі відомі своєю, я би так сказав, досить м'якою позицією щодо країни-агресора, може і свідчити те, що в Україні насправді довгострокової стратегії немає, є якась поточна тактика, яка насправді поки що не веде до якихось суттєвих змін. Системна пропозиція фракції «Голос», план холодної деокупації, довший час на розгляді в Офісі президента, але поки що реакції на бажання створити якийсь український план ми не відчули. А если предположить, что российская сторона согласилась бы на этот план совместных шагов, не выстрелили бы мы таким образом себе в ногу? Ведь проведение через 4 месяца выборов на территории, которая на протяжении 6-7 лет находилась под оккупацией, подвергалась российской пропаганде и так далее, получили бы мы такую конфедерацию в нашей стране? Насправді такі ризики є, він досить реальний. Єдине, на що насправді не можна розраховувати, росіян ніколи не діє логічно. І насправді, погодившись на навіть такий абсурдний український план, Росія би змушена була грати умовно другим номером. Насправді для Путіна це найгірший сценарій, коли його лідерські амбіції фактично підставлені під питання. Тобто реалізовується не суто російський план, а навіть в якійсь українській трансформації, навіть ті самі пункти, які Росія наголошувала. Напевно, на це йде розрахунок, хоча я би так з вогнем не грався. Справді, якщо Росія погодиться на такий сценарій української сторони, це вже буде знову ж таки Мінськ-2, коли ми змушені будемо виконувати, але тепер в активній фазі, фактично план Росії нами ж і погоджений, нами ж і проголошений. Тому дуже ризикова гра. Без наявності довгограючої стратегії в такі тактичні кроки дуже не варто би було грати. Я знаю, що є ініціатива профільного комітету з питань державного будівництва заслухати пана Леоніда Кравчука, можливо, навіть в закритому форматі, але щоб зрозуміти, що це за такі ігри з вогнем. А вот тут вопрос у меня возник действительно, а не должен ли был Леонид Кравчук перед тем, как представлять этот план совместных шагов, проконсультироваться с парламентом? Или хотя бы в профильном комитете? Насправді мав би. Якщо не на профільному комітеті з питань державного будівництва, а дуже багато його ініціатив стосуються, власне, вибори, там вільна економічна зона, це те, що входить в повноваження комітету з питань державного будівництва. Але окей, можна було би проконсультуватися з питання національної безпеки чи іншим комітетом, ймовірно, не відкриваючи всіх карт, але принаймні пояснивши логіку. Цього не робиться, що показує, що це не системна гра, а просто так бій вперед, комбінація прийде. Пане Дмитро.
Ну, я думаю, що якраз поки що у парламенту немає тих важелів і повноважень, які би вимушував Леоніда Кравчука спочатку радитись з парламентом, а потім робити якісь дії. Тобто, поки у нас немає прийнятого того законодавства про парламентський контроль. Я знаю, що в найближчий час буде розглянуто в другому читанні законопроект 4131 про парламентський контроль. І тоді дійсно у парламенту виникнуть додаткові функції контролюючі, вже не тільки задекларовані, що у парламенту одна із функцій не тільки законодавча, а також контролююча, а вже дієві, законодавчі. От тоді парламент дійсно буде вимушувати таких гравців, як Леонід Кравчук, в тому числі і доповідати, і розказувати, пояснювати свої дії. І тоді це буде абсолютно в рамках нового законодавства. А поки що це в прерогативі президента, і президент несе повну відповідальність за діяльність Кравчука. Маленький коментар щодо криз з вогнем, щодо виборів, дат виборів. На мій погляд, як ми вже з вами говорили, Російська Федерація точно не збирається йти із окупованої території Донбасу. Вона точно не збирається закінчувати війну, тому що це є довготермінова стратегія. Для неї Донбас точно так же, як Крим меншої ступені, але зараз Донбас – це інструмент впливу на Україну для того, щоб в певний момент Україна фактично здалася. Тому, як би ми не грали з вогнем, Російська Федерація не може сказати, що ми зараз ідемо все. Цього б не зрозумів народ Російської Федерації, і цього б дійсно ніколи не зробив, я погоджуюся, Володимир Путін. Це не в його стилі. А что дальше? Мы видим, как Россия сейчас любые инициативы блокирует. Минский процесс находится в стагнации. 9 декабря истекает срок, который отвел себе Владимир Зеленский для завершения войны. Об этом он говорил 9 декабря прошлого года. Увидим ли мы какой-то план «Б», есть ли он, и что он может из себя представлять, пане Ярослав? Насправді ні. Бо я погоджуюся з паном Дмитром, це повна відповідальність, власне, Офісу президента, і така несистемна, непродумана робота, власне, в цьому напрямку демонструє, що плану Б в нас немає. Давайте спровокуємо Росію, вона там вчинить якісь кроки або не вчинить якісь кроки, і тоді ми будемо вибудовувати комунікацію з нашими міжнародними партнерами. Але так як ми зараз не до кінця розуміємо, що відбувається, навіть в тому форматі, в якому парламентський контроль і зараз присутній, тобто консультації для всіх міжнародних кроків, в принципі, з парламентом, це само собою зрозуміло. Але як ми, як парламентарі, не розуміємо до кінця, так і в непорозумінні наші міжнародні партнери. Тобто, з одного боку, Україна демонструє, що далі намагається дотримуватися Мінська, який справді застагнував і не працює. Далі висуває навіть більші, скажімо, амбітніші вимоги, ніж прописано у Мінську. Для чого це все? Ні, ми не розуміємо, ні розуміють наші міжнародні партнери. І може виникнути ситуація взагалі патова, коли насправді ми звернемося до міжнародних партнерів, ось наш план Б, а насправді просто наші партнери і не будуть готові, і не будуть розуміти, в чому він полягає. Тобто це теж, як я би сказав, не одномоментно, бюрократія – це не лише прерогатива України чи демократії, які розвиваються, а це брюссельська бюрократія Сполучених Штатів – це теж машина, яка має перелаштуватися. І тому я дуже хотів би вірити, але просто з досвіду я переконаний, що цієї комунікації з іншими учасниками процесу віднаходження миру, я маю на увазі наших міжнародних партнерів, активної теж немає. А те, що в нас відбувається в внутрішніх реформах, зараз конституційна криза, нерозуміння ефективності боротьби з епідемією, це все теж накладається. Тому план Б критично необхідний. Але чи він є? З мого відчуття і з того в нас, що відбувається, комунікація, немає. Є якісь тактичні кроки, які поки що не вкладаються в повноцінну картину. Пане Дмитро, що думаєте относительно плана Б? Я думаю, що насправді
А вибачте, трошки була затримка. Так, чуємо, чутно, будь правильно? ласка. Я думаю, насправді, от той законопроект, про який ми говорили, 4131, він є важливим. Чому? Тому що мені видається, що сьогодні ні президент, ні його офіс не справляється з завданням насправді серйозних перемовин по питанню деокупації наших окупованих територій на Донбасі. Тобто Мінськ-2 не працює. І відповідно, якщо парламент прийме це законодавство, він візьме цю законодавчу норму контрольної функції парламенту дуже серйозно. Буде створена спеціальна комісія. Ця спеціальна комісія буде працювати із тристоронньою контактною групою. Будуть опрацьовувати, ну і разом з Офісом Президента, будуть опрацьовуватися спільні напрацювання, спільний план, який буде включати в тому числі дуже активне пропрацювання з нашими американськими партнерами, тому що нова адміністрація, очевидно, буде набагато більше артикулятивна в питаннях деокупації і всіх територій України, поновлення законності і порядку на панєвропейській території, ну і в питаннях з Російською Федерацією. І я думаю, що за цією позицією в тому числі можуть піти і наші європейські партнери, тому що європейські партнери також зацікавлені в реалізації довготермінових і мирних ініціатив на нашому континенті. Тому я думаю, що перспектива є якраз в тому, що ми парламентсько-президентська республіка, і ми не маємо забувати про це, що це нове законодавство 4131 по парламентському контролю зможе дати підсилення парламентській функції контролю. І тоді парламент буде вимагати і від Офісу Президента, і від тристоронньої контактної групи від України, української, точніше, делегації цієї групи, спільних дій, а перш за все перед діями спільного плану. Я думаю, що перспектива саме за це. Пане Ярослава, какова перспектива прийняття даного законопроекту 4131? Ну, насправді будь-які розширення повноважень парламенту є в інтересах будь-кого з парламентарів, тому що вони дають додаткову відповідальність, але й додатковий механізм. Тому я думаю, що це буде максимально оперативно і розглянуто, і дуже сподіваюся, що вже в грудні ми будемо прийняти цей законопроект. В нас зараз діє тимчасова слідча комісія з питань деокупації, її навіть не слідча, а спеціальна комісія. Звісно, їй необхідні додаткові повноваження для того, щоб мати можливість не лише запрошувати, а фактично викликати. Але є нюанси, що до цього моменту наша більшість, я маю на увазі «Слуг народу», не активно користувалася цим, навіть наявним механізмом. Дуже сподіваюся, що зараз те напруження, яке є між Офісом Президента і парламентом, все-таки спровокує парламент більш активну участь, зокрема і в напрямку встановлення миру. Справді, погоджуюсь з паном Дмитром, Офіс Президента на даний момент не справляється і, я би сказав, і професійно, і ресурсно, без залучення експертів з громадського сектору, експертів з національної безпеки та оборони, наших міжнародних партнерів. І як парламенту, як майданчика, навряд чи ми будемо мати якийсь рух вперед. Я вже не кажу про напрацювання плану Б, який зараз так виглядає критично необхідним. Дуже дякую вам. Чохсагл у нас пана Ярослава. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, фракція «Голос», був з нами на прямому зв'язку. Тим временем советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что политические советники договариваются о проведении саммита Нормандской четверки еще в 2020 году. Вот что он сказал. І зараз якраз політичні радники, наскільки мені відомо, хоча це не моя парафія, але мені це відомо, домовляються про організацію саме такої зустрічі. Там йде практична робота, а їх заяви в пресі – це звичайне розгойдування нашого суспільства. Пане Дмитро, какова вероятность того, что встреча лидеров Нормандской четверки состоится в этом году? Я думаю, 50 Есть ли на в этом 50. смысл? Я думаю, 50 на 50. Я думаю, смысл в этом есть. В принципе, после 14 декабря будет понятна следующая администрация, то есть кто выборщики Соединенных Штатов Америки примут решение. Да? 3 ноября принял решение народ, 14 декабря принимает решение коллегия выборщиков. После этого станет окончательно понятно, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. И я думаю, что позиция Соединенных Штатов также будет подстегивать и наших европейских партнеров к более решительным действиям.
Поэтому я думаю, что и будет смысл поставить вопрос именно в этом контексте и пригласить нормандский формат для разговора в режиме Zoom-конференции. Zoom-конференция позволяет сделать включение в любой момент, как только есть политическое согласие. Опять же, после 14 декабря такое согласие в результате принятия решения в Америке может возникнуть. Более того, 8 декабря и 12 декабря будут серьезные встречи Украины-ЕС по рассмотрению обновления в ассоциации Украина-ЕС, точнее соглашения Украина-ЕС, Евроассоциации в экономическом блоке, ну и также других инициатив, связанных с нашими европейскими евроинтеграционными усилиями Украины. Поэтому я думаю, что вот в этих контекстах общение с ключевыми двумя странами Европейского Союза, Германии и Франции, может актуализироваться также в нормандском формате. Поэтому я не исключаю, что еще в этом году такая встреча будет возможна. Но очевидно, что окончательное решение нормандского формата будет принято только после согласия Владимира Путина, потому что он является, как сторона от Российской Федерации, прямым участником этих переговоров, этого формата. Но вот как европейские партнеры, как американская сторона смогут пообщаться на дипломатическом языке по телефону с Владимиром Путиным, вот от этого будет зависеть, возможно, эта встреча будет или нет. Дуже дякую вам, пане Дмитро. Дмитро Васильєв, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Çok sağ olunuz. Тем временем в Киеве сегодня общественная организация «Крым Айлесы. Крымская семья» провела презентацию проекта «Образовательный курс. Крымские татары. История, культура и искусство». Результатом работы историков и деятелей культуры стало первое учебное пособие «История Крыма и крымско-татарского народа», изданное на 2 языках – украинском и крымско-татарском, образовательная онлайн-платформа с циклом лекций, курсом видеоуроков по истории, культуре и искусству крымских татар. Бекир Аблаев с нами сейчас на прямой связи, член гражданской организации «Крымская родина», активиста. Бекир Бей, салям алейкум. Алейкум салям, Гульсум Ханум, алейкум салям всем зрителям АТР. Как прошла сегодня презентация? Расскажите об учебном пособии, какой исторический период она охватывает. На самом деле, я считаю, что в позитивном ключе мы можем рассматривать сегодняшнюю презентацию, на которой собрались основные, можно сказать, члены команды. В связи с карантином и с пандемией, к сожалению, не смогли присутствовать офлайн некоторые также члены команды, но мы их подсоединили через информационные площадки Zoom. По поводу пособия, это только один из продуктов, культурных продуктов, которые мы смогли реализовать по окончанию вышеназванного курса, образовательный курс «Крымские татары. История, культура и искусство». Об этом историческом пособии уже говорили множество известных историков: Гульнара Бекирова, Андрей Иванец. Что касается себя, я хочу, во-первых, сказать, что по профессии я не историк, но очень серьезно также этим занимаюсь. Мне это действительно очень нравится. И на самом-то деле это учебное пособие, оно охватывает период от первых народов, заселявших Крым, и до всем известных событий 2014 и последующих годов. Мы говорим о том, что это первые народы на территории Крыма, это народы, которые были сформированы на территории Крыма. Мы в этом пособии разъясняем этногенез крымско-татарского народа. Мы говорим о том, как образовалось, зародилось крымско-татарское государство, Крымское ханство. И, конечно же, мы говорим и о российской имперской оккупации с 1783 года, когда она началась в 1783 году. Мы говорим и о первой крымско-татарской национальной революции 17 года, и о Намане Челебичхане. И, конечно же, черные страницы истории нашего народа — это депортация, это Вторая мировая война, в которой взяли участие большинство крымских татар. И, конечно же, говорили и о национальном движении крымских татар. И что стоит отметить, что каждый период он был расчерчен и разделен среди историков, которые, по сути, специализируются на нем. Это Андрей Иванец, Юлия Тищенко, Сергей Громенко, Гульнара Бекирова. Я, как человек, который серьезно увлекается историей и реализовывает образовательную инициативу в Крымско-татарском культурном центре Крым Айлесы, мне, конечно, помогали, и за это я благодарен вышеназванным историкам. Где можно будет приобрести книгу? Я так понимаю, что купить ее нельзя.
Самый распространенный вопрос, который мы получаем во всех социальных сетях. В Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке пишут очень множество людей из Крыма, поступают звонки, где же можно получить учебное пособие. Я хочу еще раз напомнить, что это учебное пособие, оно вышло, по сути, небольшим тиражом. Это 500 экземпляров на украинском языке и 500 экземпляров на крымско-татарском языке. Сейчас, и на этом я хочу акцентировать внимание, уже запущена образовательная онлайн-платформа, которая является в полном свободном доступе для любого человека с любой точки мира, который хочет узнать о историко-культурном наследии крымских татар. Он может зайти на эту образовательную онлайн-платформу и скачать в электронном варианте этот учебник. А где, Если же мы говорим об куда нужно, бумажном варианте, то Бекербей, подробнее, а куда можно зайти, как называется сайт? сайт называется belgi.in.ua. Я надеюсь, что техподдержка АТР сможет вывести на главный экран образовательную платформу. На ней как раз-таки и загружен электронный вариант украинского и крымстарского языка этого учебника. К тем людям, которые хотят получить эту учебник в бумажном варианте, к сожалению, сейчас мы не можем себе позволить, поскольку, вернее, не так. В культурных образовательных центрах в различных регионах Украины и даже за рубежом мы уже отправили эти пособия. Получили Одесса, Херсон, Львов, также другие регионы. И также сейчас готовится отправка в Турцию, в Канаду и в другие места, там, где проживает крымстарская диаспора. Но это, еще раз повторяю, не коммерческая основа. То есть мы это для того, чтобы просто люди узнали об истории крымских татар. Возможно, уже ведутся переговоры, что в будущем мы будем издавать еще тираж, дополнительный тираж. Он выйдет и на украинском, и на английском языках, для того, чтобы больше людей узнали об истории, правдивой истории крымских татар. В чем важность данного проекта? В чем важность и в чем уникальность? Как говорили многие, я хочу об этом также вот сейчас как раз-таки образовательная онлайн-платформа была запущена, трансляция на экране. Насчет важности. Это первый, я не побоюсь этого слова, такой важный, уникальный проект и первое адаптированное учебное пособие для крымско-татарских и не крымско-татарских детей. Не секрет, что у нас есть множество исторических материалов, которые пишут маститые крымско-татарские, украинские историки. Но этот материал сложен для детей школьного возраста. И именно таким способом в этой книге мы смогли, я надеюсь, что мы смогли доступным языком объяснить о том, кто были крымские татары, какие у нас были отношения с украинцами, потому что очень нравилось их советской пропаганде, и российской пропаганде подставлять все так, как будто крымские татары и украинцы — это исконные враги. На самом деле это не так. Если мы проследим культурные и политические отношения между этими двумя народами, то это совсем не так. Çok sağ olunuz, Бекербей. Бекер Аглаєв, член громадської організації «Кримська родина», активіст, був з нами на прямому зв'язку. Тешекурлер. Сайглар Хадашлар, Менеся Буболикна Екуллеем. Я вынуждена с вами попрощаться, но вы оставайтесь первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько минут эфир продолжает программа «Прайм Спиридонов». Не пропустите. Корушкенч.